Республика. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Приветствую всех, кто просыпается в это прекрасное утро вместе с нами. Желаю вам плодотворной недели и отличного настроения. Сегодня 7-й день декабря. И если вам не нужно никуда спешить, то смело отправляйтесь обратно в свою теплую кровать отмечать День любителей поспать. Но смотрите, не проспите что-то важное. Пусть у каждого сегодня обязательно случится что-то хорошее. Ну а хорошее и чудесное, можно сказать, случилось и у наших якутских спортсменов. Прошли, можно сказать, триумфальные выходные. Так Василий Егоров взял золото чемпионата России по боксу, который проходил в Оренбурге. Спортсмен выступал в весовой категории 52 килограмма. В финальном поединке ему противостоял Ахтем Закиров из Новосибирской области. За победу в турнире якутянин получил 500 тысяч и автомобиль. А 4-кратной чемпионкой России по марафону стала якутянка Сардана Трофимова, пробежавшая дистанцию в 42 и 195 километров за 2 часа 27 минут 8 секунд, выполнив таким образом норматив. Победителем игр Дыгына, которые проходили насыщенно в эти выходные в столице республики, стал уроженец Амгинского района Леонид Филиппов. По итогам 2 соревновательных дней спортсмен набрал 31 очко. Завоевал золото и Павел Черноградский на чемпионате России по масс-рестлингу. Якутянин взял 1-е место в весовой категории до 90 килограмм. Мы поздравляем всех наших победителей, наших спортсменов, желаем дальнейших побед и очень вами гордимся. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Правительством России продлен особый порядок авансирования поликлиник и больниц. Таким образом, больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды. Такой порядок продлевается до конца текущего года. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт Кабмина. Напомним, чтобы сохранить зарплату медицинским работникам, был изменен порядок авансирования организаций. С начала мая они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования, вне зависимости от объема оказанной помощи, и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Первый маяк помощи установили в тундре на северо-востоке Якутии. Он представляет собой металлическую 200-литровую бочку с герметичной крышкой. Внутри нее запас дров, средства для розжига, аптечка, бинт, вата, антисептик, котелок с запасом продуктов, компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию и рекомендации попавшим в беду. Бочка имеет 5-метровый флагшток со светосодержащей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России. Расположен такой маяк помощи в середине барановского маршрута, проложенного по тундре между поселками Черский и Колымский в Нижнеколымском районе республики. Портативные электропарковки на смену простым гаражам. В Якутске на базе автодорожного факультета СВФУ начались испытания электропарковок в условиях Крайнего Севера. Сегодня на испытательной площадке под пристальным вниманием факультета находятся сразу 4 модуля, показания которых специалисты снимают каждый день. Так, датчики температуры установлены в моторном отсеке автомобиля, на боковой поверхности, поддоне и коробке передач, а также на поверхности обогревателя и около стоек. По словам специалистов факультета, в будущем такие электропарковки могут стать отличным вариантом для автолюбителей круглый год. По результатам ранее проведенных исследований мы пришли к выводу, что
при длительном использовании портативных гаражей там большое количество накапливается влага, тем самым теплоизоляционность таких материалов она теряется, и поэтому мы пришли к выводу, чтобы обеспечивалась воздушная прослойка. Тем самым эффективность увеличивается при естественном конвекции, и в любом случае нужен постоянный источник теплоты. Источником теплоты являются различные нагреватели, и в этом проекте мы использовали, это кварцевый подогреватель фирмы ООО «Ковчег». В Японии помощником магазина футбольного клуба стал робот. Он не только поддерживает работу торговой точки, но и следит, не забывают ли посетители о маске и социальной дистанции. Робот контролирует соблюдение введенных ограничений, разговаривая с посетителями магазина. Если посетитель забывает надеть маску, робот может подойти и сказать: «Пожалуйста, наденьте маску». Или, если дистанция между покупателями в очереди слишком мала, он может напомнить о соблюдении дистанции. Робот также может поговорить с посетителями и сопроводить их до места расположения товара. Для этого у него есть специальные сенсоры, позволяющие строить 3D-картинку местности. В МЧС рекомендуют на Новый год ставить елки вдали от стен и не покупать ели высотой под потолок, чтобы избежать пожара. Ель должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. При этом ее ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, сообщили в пресс-службе МЧС. Кроме того, специалисты советуют уделять особое внимание выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочным украшениям. Все они должны иметь соответствующий сертификат качества. Также запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, сказали в МЧС. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маску, соблюдать дистанцию в общественных местах. Удачного дня! Спасибо коллегам. А мы продолжаем наш эфир. 7 декабря на календаре, и самое время прослушать свежий прогноз погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 16, минус 22 градуса. Днем ожидается минус 15, минус 22. В Заречье минус 18, минус 27 утром, днем минус 17, минус 25 градусов. В южных Улусах минус 19, минус 26 утром, днем минус 17, минус 19. В Вилюйских Улусах минус 12, минус 16 утром, днем минус 18, минус 20 градусов. В Нижнеленских Улусах минус 19, минус 22 утром, днем минус 21, минус 22. В западных минус 13-15 утром, днем до минус 11, минус 18 градусов. В Колымайде-Гирских минус 24, минус 38 утром, днем ожидается минус 26, минус 38. В Янских Улусах минус 26, минус 31 утром, днем минус 25, минус 33 градуса. В северо-западных минус 20, минус 21, утром, днем минус 20, минус 33 градуса. В 6 часов утра в городе Якутске температура воздуха составила минус 29 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 21, минус 23. Что ж, последние такие теплые дни стоят в эти дни, поэтому не упустите возможности прогуляться на работу, в школу или куда-то по делам пешочком. Ну а далее прослушаем свежий астрологический прогноз на день сегодняшний. У Овнов сегодня благоприятный день для активного отдыха, прогулок и общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы, а самое приятное времяпрепровождение сегодня в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу. Судьба вновь улыбается тельцам. Активные действия помогут добиться успеха в финансовых делах. В делах сердечных предвидится неожиданно приятное событие. Смотрите в будущее с оптимизмом.
Вероятно, деловая активность принесет близнецам долгожданные результаты. Хороший день для представителей творческих профессий. В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. Ракам сегодня желательно не вмешиваться в обычный ход событий. Тогда большая часть неприятностей исчезнет сама с собой. К концу дня вы почувствуете покой. Неблагоприятный день для мужчин-львов. Вероятно, их планам и надеждам не суждено осуществиться. Женщины-львы должны проявлять осмотрительность при работе с документами. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. Девам первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, активизируется деятельность по всем жизненным направлениям. Возможно, реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Весы. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если вы не будете вмешиваться в обычный ход событий. У скорпионов возможна деловая поездка или командировка, которую нужно тщательно спланировать. Иначе вам не удастся избежать проблем и недоразумений. Во второй половине дня рекомендуется уединение и покой. Хороший день для стрельцов творческих профессий. Они смогут разобраться с накопившимися делами или укрепить собственные позиции. Несправедливость, допущенная по отношению к вам, может вызвать у вас вспышку негодования. Честность и прямота суждений помогут вам исправить положение. Сегодня у Козерогов день пробуждения и преобразования космической энергии. Первая половина дня принесет душевное равновесие, повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Не исключено, что вечером придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. У водолеев пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Избегайте всего, что ставило бы перед вами проблемы. Рыбы. Благоприятный день для самоутверждения. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей. Научитесь радоваться тому, что преподносит вам жизнь. Ну а прежде чем прерваться на небольшую рекламную паузу, хочу немного проанонсировать наш следующий блок. Мы поговорим об услугах ЗАГСа в электронном виде. Также в нашей студии ожидается гость по теме первого республиканского онлайн-фестиваля «Читающая семья», «Читающая Якутия». Ну и это еще не все. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp-номер 8 914 279 2262. Можете кого-то поздравить или задать вопросы нам и нашим гостям. А также все наши эфиры вы можете посмотреть на YouTube-канале «Утро НВК Саха». Поэтому, если вы что-то пропустили, вбивайте в поиске «Утро НВК». Ну а далее реклама. В любой сфере можно столкнуться с коррупцией. Коррупция не просто правонарушение, она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. О любых фактах коррупции сообщайте на телефон горячей линии по номеру 50 70 70. Только сообща мы можем навести порядок в своем городе, своей республике и стране. Устали от вируса гриппа и простуды? Рециркуляторы бактерицидные, защитные блокаторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, медицинские маски. Здоровье вашей семьи под надежной защитой с компанией Stop Virus. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Аксынне 30 күнүгө НВК Саха ахагаты бириге. Жол түһүлгете республикадагы бирек супер билистери ойноллар. One Toyota Масына. Жопускайга One Бесир участага онтон датын сынала билистер. Ойнитуга кыттар Матамир магазин сертификаттара Жопускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түһүлгете Энжиагар. Далбар хотун. Саха жақтарын манылах, ымылах, өрі тудар күнде ада. Далбар хотун эдерген кыз оғыттын, әрге сүттер кәмче кейіттен, оғытын түйіге көтіқ бүтиеттен, сенен сыллы ребәттен, үйінен сайдан тақсар. Ах, сұрыттар далбар хотун сұрыналы. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами.
Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. Электронная система значительно упрощает сегодня получение госуслуг ЗАГСа. Граждане могут подать заявление, не выходя из дома и, главное, не отпрашиваясь с работы. Более подробно мы сегодня об этом поговорим с главным специалистом отдела организации государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения управления ЗАГС при президенте республики Анной Михайловой. Анна, доброе утро. Доброе утро. На какие виды услуг ЗАГС можно подать заявление через портал госуслуг сегодня? В настоящее время органы ЗАГС республики предоставляют услуги по 6 видам. То есть по 6 видам можно будет подать заявление в электронном виде. Это прежде всего рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть, усыновление и выдача повторных свидетельств и справок. Но у нас реализована услуга до 4-го этапа, то есть граждане могут видеть всю информацию о наших услугах, все документы размещены на сайте управления ЗАГС. Есть возможность заполнения в электронном виде всех документов и отправки в орган ЗАГС. Но для того, чтобы окончательно получить результат услуги, все-таки гражданам придется подойти в орган ЗАГС со всеми документами и уже окончательно получить в отделе ЗАГС. Анна Григорьевна, но наверняка же есть преимущества, да, подачи заявлений через портал госуслуг. Какие преимущества? Конечно, преимуществ очень много, особенно сейчас, в такой вот период пандемии. Но возможность подать в любое время, не только в то время, когда работает ЗАГС, да, практически круглосуточно, не ожидать в очереди. Особенно, выбор, по заключению брака, возможность выбора даты и времени заключения брака. По остальным услугам можно выбрать время посещения органа ЗАГС. И одно из основных преимуществ – это скидка по оплате госпошлины 30%. К примеру, если за заключение брака необходимо оплатить 350 рублей, то со скидкой 30% это выйдет 245. И также это по расторжению брака тоже есть такая скидка. Такая довольно ощутимая, да? Довольно разница. А на какой вид регистрации больше всего население подает заявление? В общем и целом, к сожалению, в ЗАГС через портал госуслуг очень мало обращаются. Да? Вот сейчас в последнее время увеличилось, но все равно это составляет где-то 15% от всех поданных заявлений. То есть это очень мало. Да? И, конечно, в первую очередь люди подают на заключение брака и рождение ребенка. А вот если, допустим, подавать заявление, да, значит ли это, что можно вообще не посещать ЗАГС вот сегодня, при сегодняшней ситуации? Или в каких-то случаях все равно нужно будет прийти? Да, вот я хотела бы сказать, что если вы подаете заявление на заключение брака, то все-таки мы рекомендуем за неделю до даты регистрации прийти в ЗАГС со всеми документами для того, чтобы удостовериться, что нет никаких препятствий, что с документами все в порядке, и чтобы в день вот этой торжественной регистрации не произошло чтобы не было никаких проблем. Вот. И еще хотела отметить, что по расторжению брака у нас там несколько видов, да. Если люди подают заявление по расторжению брака по Немножко у нас со связью проблемы, Анна Григорьевна. Между тем мы обсудили все самые важные вопросы. Анна Григорьевна, спасибо вам за разговор. Отличного дня, плодотворной работы. И хочется обратиться к населению, чтобы чаще посещали и регистрировались на сайте госуслуг. А напомню, что сегодня, 7 декабря, отмечается День любителей поспать. Кстати, я сама отношусь к категории таких людей, которые при любом удобном случае люблю погрузиться в мир грез. Интересно, какую историю ведет этот очень интересный, необычный праздник. Как
хорошо, что я на дистанционке. Можно и дальше поспать. Нет, надо все-таки просыпаться и вставать. Дистанционка дистанционки рознь. Уроков все равно очень много задают. А так хотелось еще поваляться. Эх, а такой хороший повод был. Ведь сегодня, 7 декабря, отмечается День любителей поспать. Кстати, этот праздник можно спутать со Всемирным днем сна, который отмечается в марте, а этот несколько другой. Акцент делается не на качестве сна, а на человеке, который любит поспать и подольше понежиться в кровати. Так как же узнать, сколько надо спать и где эта граница между много и мало? По существующим международным рекомендациям взрослому человеку нужно спать 7-9 часов. Пожилым людям требуется чуть меньше, от 6 часов, а подросткам, наоборот, дольше. Долгий сон – это когда человек спит больше 10 часов, но для организма это будет нормально, если вы переработали и очень устали, потому что таким образом наше тело будет восстанавливаться. А вот если вы всегда спите по 10 часов, это сигнал, и не всегда плохой. Возможно, вы просто относитесь к такому типу долгоспящих людей. Такие люди, как говорят врачи, это не диагноз, а просто особенность организма. Но все равно, если у человека есть проблемы со сном, нужно обратиться к врачу. Но сегодня в День любителя сна можно и поспать подольше. Но раз вы смотрите эту программу, значит вы проснулись рано утром. Но не из-за того, что вам плохо спалось, а из-за того, что вы включили свой любимый канал. А сейчас я желаю вам отличного дня, а вечером здорового сна. Спасибо, Адели. Такой очень интересный пример того, как наша постоянная телезрительница стала теперь уже нашей юной корреспонденткой. Аделия, ждем дальнейших интересных познавательных материалов. Ну а далее смотрим видеопроект «Листая снежные страницы». Это визуальное воплощение легенд и историй, связанных с волшебными сюжетами северных сказок. Проект «Смарт-библиотеки» открывает красивая легенда, основанная на звездной мифологии народа Саха, легенды о Чисхане и Чолбон. Ладно, без капуста. Дорогая быт. Хадыр яха Чисхан тугунан кепсин болары? Кырдык биге Чисхан тугунан намого олы систектен багарамы да. Сахан намаган быхытынан яха сылақсын улу Мустақ Мұраттан жыл оғуға дейін улу жағалы аянна келер. Кені модун тыыныттан тоғыттар тымнылар түхәллер, улу бурқалар силгелер түхәллер. Бұл оғыз бұдағыда Чисхан дейін бітті. Легенда о Чисхане и Чолбон. Полюбил Чисхан красавицу Чолбон-Коо. Принял он человеческий облик. И ушла земля из-под ног у них. Взялись они за руки и умчались высоко-высоко в бескрайнее небо. Затихла земля от их прекрасной любви, замерла в ночи в тревожном ожидании великого чуда, зарождения новой жизни и наступления Нового года. Искры горячей их страсти залетели в каждый дом, зажигая огни любви. Но недолго длилась их любовь. Пригрело землю солнце, и отпал один рог. Затем второй рог Чисхана, и, наконец, весь он растаял. Лишь студеный ветер, пролетая мимо Чолбон, прошептал ей: «До встречи, любимая, будущей зимой». Превратилась Чолбон-Коо в яркую звезду, и с тех пор сияет на небе прекрасная полярная звезда, как знак немеркнущей вечной любви, надежды и ожидания. Из года в год ждет она по осени Чисхана, и каждый раз с первым снегом возвращается великий зимний бык. Jäätin Anna mahpuu pitää.
жежиңнәхти жиктин амаха битти. Олата тугай интик күстәк таптал тугыттан огыз кияга кобылы бутта. Аннык тайо, аннык. Таптал күйе, аннык татынныны каяр, самнарар күстәк. Доброе утро, мы продолжаем. Самолеты из нашей подборки, словно из фильмов фантастики. Но это не далекое будущее, а ближайшая реальность. У всех представленных проектов уже есть инвесторы, точнее у этого проекта. И это отличный повод порадоваться, что скоро путешествия станут еще доступнее. Недавно итальянские авиационные разработчики представили на выставке в Германии свое решение проблемы дорогих перелетов на самолетах. Предлагается снабдить этот вид транспорта стоячими сиденьями. Если учитывать, что многие по несколько часов добираются до места на автобусе или в трамвае стоя, то и в небе таким пассажирам будет вполне комфортно. Тем более стоячие сиденья для самолета спроектированы так, что есть подлокотники, а еще нечто похожее на седло велосипеда, но только с мягкой обивкой. Видимо, последняя деталь придумана для того, чтобы человек мог хоть немного присесть и снять нагрузку с ног. В одном ряду таких мест будет 3. Новые стоячие сиденья для самолета весят в 2 раза меньше обычных и предусмотрены исключительно для коротких перелетов. Разработкой итальянцев уже заинтересовались многие авиационные компании мира. И вполне возможно, что уже скоро они внедрят это новшество в свою практику. Это будет, кстати, потому что из-за пандемии авиакомпании терпят серьезные убытки. А так они смогут перевозить больше пассажиров, когда в мире все наладится. А теперь к новостям из мира хай-тек. Вот такие новые технологии преобразят традиционное место готовки. В необычной столовой участие человека в приготовлении еды сводится к нажатию нескольких кнопок на смартфоне. Необычная конструкция больше похожа на прототип кухни из научно-фантастического фильма, чем на стандартное место приготовления пищи. По сути, это довольно компактная автоматизированная система, которая по задумке разработчиков устанавливается в ресторанах, столовых, буфетах. Еду на кухне готовит не человек, а робот. Кроме того, система сводит к минимуму контакты людей друг с другом во время приготовления еды, что может быть особенно полезно в карантинное и посткарантинное время. Все продукты, которые загружает человек, хранятся в безопасности и чистоте под присмотром автоматической системы мониторинга температуры ингредиентов. Даты хранения и необходимость пополнения запасов отображаются в режиме реального времени. Во время готовки добавление ингредиентов в блюдо рассчитывается по граммам, что позволяет человеку самостоятельно выбирать размеры порций и их состав. Если какой-то продукт не нравится, можно указать меньше граммов для готовки. Автоматизированная система внесет изменения в программу. Интересно, что умная кухня хорошо ориентируется в мелочах, которые могут сделать еду вкуснее. Например, сколько выжимать контейнер с майонезом, чтобы получить ровно 10 граммов и ни одним больше. Или как вязкость меда меняется в зависимости от температуры, при которой он хранится. Такие интересные новости к этой минуте. Мы продолжаем. В годы Великой Отечественной войны в нашей республике одним из деятельных штабов сражающегося искусства был молодой союз советских художников Якутии. Их многочисленный отряд с первых дней войны выпускал плакаты, боевые листовки и тому прочее. Более подробно в нашей рубрике «Музей». Сегодня мы познакомим вас с выставкой плакатов военного времени «Штыком фашиста-мародера». Военные плакаты – это как солдаты, бьющие точно в цель, очень метко. И создавая такой образ негативный врага, сплачивая народ, рождая эмоции ненависти, гнева к врагу или, наоборот, эмоции любви к своей родине, на которую напал враг. У нас в республике с первых дней войны трудился молодой, талантливый союз художников под руководством Петра Петровича Романова. Они с первых дней войны стали выпускать боевые листы, листовки,
плакаты сатирические, агитационные, которые печатались в газетах или развешивались по городу. То есть такие своеобразные окна ТАСС, только в якутских реалиях. И, конечно же, очень пользовались популярностью сатирические плакаты, которые высмеивали врага, представляли его в образе зверя, такими тщедушными, страшными. И вот на этом третьем фронте искусством сражались наши молодые, талантливые якутские художники. И хочется очень назвать их имена. Это Петр Петрович Романов, Лев Габышев, Иван Васильевич Попов, Михаил Носов, живописец Иннокентий Избеков и очень интересный художник Осипов Степан Филиппович. И вот, отдавая дань их труду, и вот к празднованию, очередному празднованию Победы мы приглашаем всех жителей города посетить эту уникальную выставку плакатов военного времени. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. УТУМ Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Мужчина с самого рождения растет опоясанный ремнем, к которому прикреплен спутник на всю жизнь – якутский нож. Верный друг охотника, универсальное орудие труда. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано ширь земли и равнина морская, но известно давно бескорыстная дружба мужская. Звони каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. И как поют соловьи, полумрак, поцелуй на рассвете, и вершина любви – это великое чудо, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли, нас защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. О самых последних событиях в республике и за ее пределами далее расскажут мои коллеги из информационной службы. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Правительством России продлен особый порядок авансирования поликлиник и больниц. Таким образом, больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды. Такой порядок продлевается до конца текущего года. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт Кабмина. Напомним, чтобы сохранить зарплату медицинским работникам, был изменен порядок авансирования организаций. С начала мая они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования, вне зависимости от объема оказанной помощи, и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Первый маяк помощи установили в тундре на северо-востоке Якутии. Он представляет собой металлическую 200-литровую бочку с герметичной крышкой. Внутри нее запас дров, средства для розжига, аптечка, бинт, вата, антисептик, котелок с запасом продуктов, компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию и рекомендации попавшим в беду. Бочка имеет 5-метровый флагшток со светосодержащей лентой и сигналом
сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России. Расположен такой маяк помощи в середине Барановского маршрута, проложенного по тундре между поселками Черский и Колымский в Нижнеколымском районе республики. Портативные электропарковки на смену простым гаражам. В Якутске на базе автодорожного факультета СВФУ начались испытания электропарковок в условиях Крайнего Севера. Сегодня на испытательной площадке под пристальным вниманием факультета находятся сразу 4 модуля, показания которых специалисты снимают каждый день. Так, датчики температуры установлены в моторном отсеке автомобиля, на боковой поверхности, поддоне и коробке передач, а также на поверхности обогревателя и около стоек. По словам специалистов факультета, в будущем такие электропарковки могут стать отличным вариантом для автолюбителей круглый год. По результатам ранее проведенных исследований мы пришли к выводу, что при длительном использовании портативных гаражей там большое количество накапливается влага, тем самым теплоизоляционность таких материалов она теряется, и поэтому мы пришли к выводу, чтобы обеспечивалась воздушная прослойка. Тем самым эффективность увеличивается при естественном конвексе, и в любом случае нужен постоянный источник теплоты. Источником теплоты являются различные нагреватели, и в этом проекте мы использовали, это кварцевый подогреватель фирмы ООО «Ковчег». В Японии помощником магазина футбольного клуба стал робот. Он не только поддерживает работу торговой точки, но и следит, не забывают ли посетители о маске и социальной дистанции. Робот контролирует соблюдение введенных ограничений, разговаривая с посетителями магазина. Если посетитель забывает надеть маску, робот может подойти и сказать: «Пожалуйста, наденьте маску». Или если дистанция между покупателями в очереди слишком мала, он может напомнить о соблюдении дистанции. Робот также может поговорить с посетителями и сопроводить их до места расположения товара. Для этого у него есть специальные сенсоры, позволяющие строить 3D-картинку местности. В МЧС рекомендуют на Новый год ставить елки вдали от стен и не покупать ели высотой под потолок, чтобы избежать пожара. Ель должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. При этом ее ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, сообщили в пресс-службе МЧС. Кроме того, специалисты советуют уделять особое внимание выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочным украшениям. Все они должны иметь соответствующий сертификат качества. Также запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, сказали в МЧС. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маску, соблюдать дистанцию в общественных местах. Удачного дня! Доброе утро, спасибо коллегам, мы продолжаем. Сегодня, 7 декабря, стартует первый республиканский онлайн-фестиваль «Читающая семья. Читающая Якутия». Фестиваль читающих семей организован в рамках проекта «Республики. Читаем все». Что интересного нам готовит мероприятие, мы узнаем из разговора с нашей гостьей, заведующей отделом развития творческих программ и проектов Центра детского чтения Национальной библиотеки нашей республики Альбиной Уларовой. Альбина, доброе утро. Доброе утро, Катерина. Ну, расскажите об идее и главных целях данного фестиваля. Да? Хорошо. Центр детского чтения, он является структурным подразделением Национальной библиотеки, курирующей работу детских библиотек, а также библиотек, обслуживающих детей. В сентябре этого года исполнилось 95-летие со дня основания Национальной библиотеки, и на протяжении этого года библиотекарями Национальной библиотеки проводятся разные мероприятия. Это научно-практические конференции, круглые столы, встречи, дискуссии и многое другое. Вот. И фестиваль является первым республиканским онлайн-фестивалем. Вот недавно Якутия вошла на карту среди регионов, которые самый читаемый, да? Вот, благодаря, безусловно, в этом
роли играет литературные традиции, государственная поддержка, книжные и печатные издания, а также работа сотрудников библиотек. От 7 по 12 декабря мы проводим данный фестиваль. Так, проводится в целях стимулирования чтения, популяризации книги и чтения, а также создания площадки по обмену опытом, стимулирование и продвижение к чтению, к литературе, да, наверное? Лучших практик библиотек, а также содействие укрепления Института семьи в Республике Саха-Якутия. Альбина, ну вот вы сказали, с 7 по 12, это практически всю неделю, да, будет длиться фестиваль. Какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля, что интересного? Ага, все мероприятия, которые будут у нас проводиться, они будут публиковаться в социальных сетях, на странице социальной сети Instagram и на официальных сайтах Национальной библиотеки nlrs.ru и нашего центра bduyulib.ru. Это прямые трансляции, анонсы, публикация работ библиотек республики. Вот, например, с 4 часов сегодня состоится презентация книги детской писательницы, публициста Марии Прокопьевны Федотовой «Нулгенет. Игры в камешке». Книга была издана в крупном российском книжном издательстве, а также к презентации присоединится художник, которая работала над оформлением, иллюстрацией из Новосибирска Ирина Галкина. И вот послезавтра у нас пройдет лекция «Культура семейного чтения», который проведет у нас преподаватель Северо-Восточного университета, профессор, доктор философских наук Виктор Данилович Михайлов. Просим принять активное участие родителей, учителей школ, школьных библиотекарей и сотрудников библиотек республики. Но само название фестиваля за себя говорит, что участие принимают семьи, да? А как можно стать участником фестиваля и вообще присоединиться? Присоединиться можно к фестивалю любой желающий человек, дети, родители, а также вот учителя, библиотекари. А на каких площадках планируется? Площадки планируются, онлайн они будут, да, у нас публиковаться будут на странице нашего центра ЦДЮ ЕКТ. Это прямые эфиры, анонсы, публикация работ библиотек по семейному чтению. А также у жителей республики появилась уникальная возможность присоединиться к мероприятиям через сайт Национальной библиотеки или просмотреть в любое для них удобное время. Какой-то соревновательный момент между семьями будет? Так, у нас будут прямые эфиры, к нам присоединятся сотрудники Национального книжного издательства «Бичей», главный редактор детского издательства «Кескиль», создательница книжного магазина «Старбукс» Айсена Сараватская, создательница якутских аудиосказок Ирина Докторова, а также будет мастер-класс от популярного кондитера Натальи Ивановой, а также в пятницу пройдет республиканская семейная квиз-игра. Так, ага. И завершающим 12 декабря у нас пройдет торжественное мероприятие фестиваля «Читающая семья, читающая Якутия», на которых будут награждены лучшие читающие семьи нашей республики. И также с 2019 года у нас реализуется сетевой проект библиотек республики «Читаем все», и мы узнаем новые имена амбассадоров данного проекта. Ага, самые читающие семьи Якутии, да, определяться. А какие призы, интересно? Призы будут у нас памятные о первом республиканском фестивале. Ну и наверняка книги, да? Ага. Альбина, спасибо вам большое. Давайте еще раз пригласим наших телезрителей, да? Ага, и проанонсируем, с чего начнется сегодня фестиваль. Сегодня фестиваль начнется с публикации в социальной сети. Вы можете просмотреть,
посмотреть программу фестиваля, да, и просим принять всех активное участие. Спасибо вам большое за столь полезный, познавательный разговор этим утром. Отличного дня, хорошего настроения и отличного проведения фестиваля. Присоединяйтесь, уважаемые телезрители, и читайте. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Далбар хотун. Сахачактарын манылах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кысоготтон, эрге сүттер кемче кийиттен, оготун түйүгер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тахсар. Ах, суруттар далбар хотун суруналы. Аксыны 30 күнүгө ындыкасаха ахагасы бириге. Жол түһүлгете республикадагы бирек супербилистере ойноллар. One Toyota машина. Жокускайга one бесир участага онтон датын сынала билистер. Ойнитуга кыттар мотомер магын сертификаттара Жокускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түһүлгете Энжиагар. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в Аудиослух. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Напомню, что в октябре этого года стартовал республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии», в котором принимают участие молодые, целеустремленные и желающие внести свой вклад в развитие республики люди. И один из таких молодых людей сегодня будет в нашей студии. Перед тем, как его представить, я предлагаю посмотреть небольшую видеовизитку. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Зима начинается с Якутии! Ну что ж, я помчал, зато у нас всего 90 секунд! Всем привет, меня зовут Альберт Амосов, я являюсь участником республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Я расскажу вам о себе. К своим 26 годам имеется колоссальный опыт работы с детьми с 2014 года. Также в 2018 году окончил с отличием бизнес-курсы от Лайк-центра, после которых имелся опыт открытия собственной бизнес-школы, но только уже для подростков. Наши школьники часто не могут определиться с будущей профессией. И тем самым предлагаю интегрировать профориентацию в учебный процесс, как ядро учебных программ, вооружить школьников знаниями о профессиях, полезных обществу, и о потребностях Якутии в тех или иных кадрах, что приведет к достижению одной из важных целей стратегии социально-экономического развития – повышение уровня жизни. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Альберт сегодня в нашей студии. Альберт, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите нам, как вы попали на этот конкурс, сами ли изъявили желание или вот вас кто-то сподвиг, подтолкнул? Нет, не сам. Девушка увидела объявление в Инстаграме, сама зарегистрировалась, но, кстати, не участвовала, потому что у нее времени не хватало. А я вот подумал, в принципе, почему бы и нет. Ага. И, ну, с чем вы туда пошли? С каким проектом? Сейчас до трети учеников не могут принять окончательного решения в пользу той или иной профессии, вследствие чего вытекает неисправимые последствия. То есть это нелюбимая работа, 5 лет зря в нелюбимом институте, это вечный стресс, ну и так далее. А мой проект – это внедрение профориентации на 100% в учебный процесс как основа учебной программы. Так, а чуть-чуть подробнее? Чуть-чуть подробнее? Что из себя представляет? Как вы будете молодежь? Ну, это мне надо будет уже составить в следующих этапах, получается, этот проект, когда сформируется команда. Поэтому сейчас
я не могу рассказать полностью. Так. Ага, ну, Альберт, за вашими плечами уже 2 этапа, да, насколько да. мне известно. Что будет дальше? Так, что будет дальше? Давайте я сначала расскажу, что было. Получается, первый этап был очень простой. Там нужно было просто до определенной даты оставить заявление на участие. А второй этап, он состоит уже из 3 отборочных этапов. Кстати, забыл сказать, представляете, в первый этап зарегистрировалось 5017 человек. То есть активных, целеустремленных ребят. По итогу второго этапа нас осталось 561 человек. Второй этап состоял из дистанционного тестирования, оценки различных лидерских там качеств, личностных компетенций и так далее. Дальше в полуфинал проходит 400 человек. Вот дальше будет полуфинал. То есть это 3-й этап уже. Это будет оценочная сессия, будет проходить с 18 по 20 декабря. И оттуда уже выявится 200 участников-финалистов. Так. А далее уже финал. Финал будет проходить с февраля по сентябрь 2021 года. Это получается обучение по программе развития прорывных компетенций Lab Talent, по итогам которой команда-победитель из 10 человек, получается, выиграют и получат от главы Республики Саха-Якутия гранты на обучение, и они также будут внедрены в республиканский резервный, получается, резерв, кадровый резерв. Так, ну и впереди, значит, полуфинал, да, у нас получается? Да. Ага, и на полуфинал вы вот с этим проектом и как раз-таки выступаете, да? Ага. И как рассчитываете свои силы? Как рассчитывать свои силы? Ну, я готов на 100%. Я сам активный по жизни, я люблю участвовать во всяких конкурсах, но, кстати, в таком участвую вообще первый раз, в таком типа масштабном. Ага, это первый опыт, да, для вас? Альберт, ну а если немного о вашей деятельности, вот, почему вы пошли вот в педагогику, да? Педагог, организатор Якутского городского лицея. С сентября этого года, получается, работаю педагогом-организатором в Якутском городском лицее. Также являюсь педагогом дополнительного образования в 2 детских садах. Также с 2014 года работаю каждое лето воспитателем в детском лагере «Энергетик». Ну и в новогодние праздники я перевоплощаюсь в Деда Мороза и радую детишек. Ну, заметили то, что у меня все работы связаны с детьми, чему я, безусловно, очень рад. Ну, как говорится, на работу как на праздник езжу. А вы со своей профессией давно уже определились? Давно мечтали быть педагогом? Ну, это получилось вот в 2014 году. Я начал работать в лагере, и я влюбился в эту деятельность, в эти эмоции, в настоящие от детей. И все, влюбился, потом в следующий год опять приехал в лагерь. А сам, кстати, я в 2015 году заканчивал юридический факультет, получается, бакалавриат. А мне это не надо было. Ну, то есть вот здесь тоже профориентация, да? А профориентация, получается, у меня какая была? В 11 классе я написал 1 тест, все. Так. А вот потом, поработав с детьми, в 2017 году я подумал, в принципе, мне интересна педагогика. Давайте я поступлю, и отучился на магистратуре в СФУ, пединститут, и вот получил диплом в этом году, и на работу устроился уже. Ну вот, что бы вы посоветовали молодежи, школьникам, которые заканчивают, да? Как вот определиться с выбором профессии? На что ориентироваться? Я бы посоветовал родителям, то есть поработать с детьми, со своими, да. Как они могут помочь? Надо общаться с детьми. Общаться, советовать. Это очень важно для детей. Ну, наверное, видеть, да, уже в ребенке какие-то таланты и направлять, да? Да, скорее всего так. А у вас какие планы на будущее, ближайшие? Мои планы на будущее – это заняться предпринимательством, а тоже связанное, конечно, будет с детьми. Пока еще не определился конкретно, что это будет. Вот мы узнаем дальше в следующих этапах. Что ж, Альберт, спасибо вам большое за то, что пришли к нам этим утром. Удачи вам в полуфинале. Спасибо. Успехов в работе. И
так держать, как Спасибо говорится. большое. Ну, а я с вами, дорогие телезрители, прощаюсь до завтра. Далее наш эфир продолжит якутский блок. Слово передаю Джулусу Иванову и Пелагее Буртаховой. И напомню, что в Якутске сегодня днем ожидается минус 21, минус 23 градуса. Желаю вам отличной, плодотворной новой недели, хорошего настроения сегодня и продуктивного, хорошего, удачного дня. До встречи. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.